Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Пользуясь случаем, мы в сегодняшней программе вас познакомим с известной как в Кыргызстане, так и в Турции курортной зоной Кушадасы. Прежде чем рассказать о Кушадасы, позвольте представить вашему вниманию беседу с губернатором провинции Айдын, которая входит в состав этого района Кушадасы, Явузом Селимом Пожгером. Hoş gördük sizleri. Bugün sizin misafiriniziz. Türkiye topraklarındayız. Bizim dede baba topraklarımızda, bizim güvenç yerimiz olan Türkiye'mizdeyiz. Burada sizleri görmekten çok mutluyuz. Bugün biz Aydın şehrindeyiz, değil mi? Evet, Aydın'dayız. Aydın hakkında neler anlatabilirsiniz efendim? Evet, Aydın, hoş geldiniz öncelikle Aydın'a. Aydın Türkiye'deki 81 vilayetten birisi. Ege kıyılarında. Губернатор тепло принимал нас и приветствовал наших кыргызстанцев. Я рад приветствовать вас, хочу познакомить с провинцией Айдын. Провинция Айдын в Турции – это небольшая область на побережье Эгейского моря между Измиром на севере, Денизли на востоке и Муглой на юге. Численность населения около 2 миллионов человек. В составе провинции Айдын 17 районов. Провинция Айдын знаменита инжиром, крупнейшей в Турции площади инжира. Айдын является ведущим производителем инжира в Турции и экспортером сушеного инжира во всем мире. Ежегодное производство Турции примерно 50 тысяч тонн сушеной ягоды. Почти все из Айдына. Здесь выращивают 271 сорт фиговых деревьев. Выращиваются также фрукты, оливки, зерно, хлопок, табак. У нас есть рекордное количество оливковых деревьев – 250 миллионов. Айдын производит маслины из разновидностей мемичит, мансалья и гемлике, а также каштаны, хлопок, цитрусовые, арбузы и другие фрукты. Месторождение медных, железных и мышьяковых руд, лигнита, бурого угля, текстильная, пищевая промышленность, производство цемента. В провинции Айдын 22 античных города. Годовая средняя температура 15-16 градусов тепла. Даже в зиму сохраняется теплая погода. Климат характерен для региона Эгейского моря. Очень жарко летом. Основными источниками дохода являются сельское хозяйство и туризм. В туристическом плане провинция интересна прежде всего как древний регион в долине реки Большой Мендерес или Меандр по-гречески, со множеством развалин античных городов и прочими историческими древностями. Также привлекают сюда туристов многие природные объекты данной области. Главный город провинции Айдын имеет 550 отелей и интересен прежде всего расположенными неподалеку античными городами Тралес и Тирал. На побережье Эгейского моря находится знаменитый курорт Кушадасы с птичьим островом, хорошими пляжами и отелями, круизным портом и античными развалинами Неаполис и Пигела. К югу от Кушадасы, около города Давутлар, находится национальный парк Дилек с нетронутой природой, дикими животными и милыми уединенными бухточками. Также на побережье находится знаменитый курорт Дидим с античными развалинами храма Аполлона и прекрасным пляжем Алтынкум. В районе города Сёке расположены остатки античных городов Приена, Милет, Иосос, Миус, красивое озеро Бафа и морской мелководный залив Карина. В центре провинции находятся города Герменджик, Ортаклар, Инжир-Леова, Кочарлы и Кёшк с античными руинами городов Магнезия и Артасия. На юге провинции города Карпузлу и Чине с античными Алабанда, Герга и Алинда, Меандра. Türkmenistan'dan 450 yıl önce gelmişler bizimkiler. Gelmiş Konya'ya yerleşmişler. Bizim hepimizin Anadolu'daki Türklerin, Türkmenlerin, Yörüklerin kökeni ortası. Несколько слов о себе и о дружеских отношениях между Турцией и Кыргызстаном. По национальности я туркмен. Мои предки 450-500 лет тому назад переехали в Турцию. Они обосновались в Конье. Откровенно могу сказать, что исторической родиной наших предков, юрюк-туркменов, является Средняя Азия. Одна часть разместилась в Азербайджане, другая часть в Анатолии. Мы, турки, узбеки, кыргызы, азербайджанцы, казахи, уйгуры, исторически имели общее происхождение.
Мы один народ, живущий в 6 странах. Мы гордимся этим. Сердца наших турецких братьев будут биться в унисон с нашими сердцами, как в печали, так и в радости. Мы будем прилагать совместные усилия для защиты наших общих интересов, для обеспечения благоденствия наших народов. Для этого у нас имеется достаточная политическая воля. Все это, конечно, умилительно и трогательно. Мы живем на родине всего тюркского народа. Как сказал Ататюрк, придет время, когда все тюрки объединятся. Поэтому я хочу поприветствовать всех тюркоязычных братьев. Мы друзья с вами. Между Алтаем и Средиземным морем больше 200 миллионов братьев живет. Если мы все объединимся, то мы будем очень эффективной силой в мире. Я, когда читаю на кыргызском, казахском, узбекском, 90% понимаю, потому что корни слова одинаковые. Burada Aydın'da onları misafir etmek isterim. Kırgız kardeşlerimizi, Azeri kardeşlerimizi, Kazakları, Özbekleri. Я знаю, что у вас прекрасный город Бишкек, столица Кыргызстана. Замечательная цветущая столица. Богат Кыргызстан природой и чистым воздухом. Просто изумительная природа у вас. Это страна больших возможностей. Кыргызстан – родина моего любимого Чингиза Айтматова. Я с любовью прочитал его романы, книги, чувствовал себя, как, образно говоря, в Иссык-Куле, на железнодорожной станции и в холодной зимушке. Хочу отметить, что люди Кыргызстана очень теплые, радушные, дружелюбные и гостеприимные. Я очень рад встретить вас, мои кыргызские братья в провинции Aydın. Bizim damadımız buralara gelmekte zaten siz söylediğiniz gibi insanlarımızı bir araya getirmek. Tanışalım. Onlarla tanış olmak, detayıyla tanış olmak. Türk insanı nasıl birisi, nasıl yaşar, ne yer, ne içer, ne giyiner. Aynısını orada bizim kardeşlerimiz ne yapar, nasıl yaşar. Bizim amacımız. Уважаемые телезрители, как вам обещали, познакомимся с Кушадасы, курортом на западе Турции на Эгейском побережье, в 90 километрах к югу от Измира и в 71 километре от города Aydın. Он является административным центром одноименного района. Численность городского населения 70 тысяч человек, района около 100 тысяч. Boyların görem alayım seni, boyların görem sarayım seni. Boylarım görüp neyleyen beni, selvede söğüt gördüğün yok mu? Кушадасы переводится как «птичий остров», поскольку рядом находится остров, где гнездятся птицы. Сейчас он связан с материком насыпной дорогой. Gözlerin görem alayım seni, gözlerin görem sarayım seni. Gözlerim görüp neyleyen beni, dağlarda ceylan gördüğün yok mu? Gözlerin görem alayım seni, gözlerin görem sarayım seni. Gözlerim görüp neyleyen beni, dağlarda... Курорт является популярным местом для пляжного отдыха и имеет всю инфраструктуру с отелями, ресторанами, барами, дискотеками, рынками и магазинами. Много водных развлечений, дайвинг, аквапарки, Адалант и аквафэнтези. Часто устраиваются яркие шоу-программы, наполненные национальным колоритом. Благодаря удачному расположению отсюда можно отправиться на экскурсии в Эфес, Милет, Измир, Дидим, Пергам, Трою, Иерополис и Памуккале. Gerdanın görem alayım seni, gerdanın göre sarayım seni. Gerdanım görüp neyleyen beni, göller... Кушадасы известен своими минеральными источниками балчува, которые лечат кожные заболевания и имеют омолаживающее действие. Ey acem kızı,
Dudağın görem sarayım seni. Dudağım görüp neyleyen beni, bahçada kiraz gördüğün yok mu? Dudağın görem alayım seni. История Кушадасы насчитывает несколько тысячелетий. Многие археологические находки свидетельствуют о том, что в этих краях 5000 лет назад жил народ Лелеги. С XI века до нашей эры здесь селятся первые древнегреческие племена, в IX веке ионийцы. Тогда город был известен как малозначительный порт, обслуживающий суда, плавающие вдоль побережья Эгейского моря. Yüküm şimşir kaşıktır. Komşu kızına zapt eyle. Yaylalar yaylalar, bizim olan aşıktır. Yaylalar. В 546 году до нашей эры его завоевали персы, а с 334 года до нашей эры Александр Македонский подчинил всю Анатолию, в том числе и это место. История круто изменилась в начале Средневековья. Кушадасы начал быстро развиваться, достигнув своего расцвета, стал крупным портом и торговым центром. Его рост продолжился и после захвата этих мест Османской империи. В 1413 году турки построили много интересного, например, караван-сарай Мехмед-Паши, сохранившийся до наших дней и являющийся значимой достопримечательностью. Nereden gelirsen balıdız. Sen git de ablan gelsin. Duramıyorum yalnız. Duramıyorum yalnız. С 70-х годов прошлого века история связана с туризмом. Стали строиться отели, рестораны и другая инфраструктура, превратившая город в популярный курорт, куда ежегодно приезжают тысячи туристов, в том числе и из России.
Посетите городские торговые центры. Квартал Калиичи является центром отдыха и развлечений города. Современно оборудованная гавань привлекает яхтсменов. Пляж Тусан-Куштур севернее Кушадасы – один из самых чистых пляжей. Сегодня мы вам расскажем о мечети потомка пророка на турецкой земле, мечети и тюрбе Азиза Махмуда Худаи. На вершине холма, возвышающегося над Стамбульским районом Ускудар, расположена мечеть и тюрбе Азиза Махмуда. Это одно из наиболее посещаемых мест в азиатской части Стамбула. Мечеть – часть комплекса, который был построен в разное время, поэтому его здания отличаются разнообразием дизайна. Точная дата строительства неизвестна, но историки предполагают, что оно началось в 1598 году, после переезда Азиза Махмуда Худаи в Стамбул из Бурсы, где он служил своему шейху Мухаммаду Уфтаде. Организатор наших культурных мероприятий в Стамбуле, почетный президент Йорук Туркменов и президент фонда Юсуфие Юсуф Изель рассказывает об этом. Evet, şu anki gezimiz Aziz Mahmud Hüdayi Üsküdar'da Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin kabrine dua için geldik. В гробнице тюрбе находится саркофаг шейха и саркофаги его 5 сыновей, 4 дочерей и внучки. Справа от входа находится небольшой мраморный фонтан. Она подвергалась неоднократной перестройке. Каждый год мечеть посещают тысячи людей из разных концов Турции. Они стекаются в квартал Даган-Чилар, где расположена святыня. Некоторые люди оставляют в мечети хлеб и сахар, чтобы его потом раздали среди посетителей в качестве своеобразного подарка. Сам Азиз Махмуд Худаи известен своими чудесами. Однажды он отплыл в море на маленькой лодке, чтобы участвовать в церемонии возведения на трон султана в голубой мечети. В тот день на море был сильный шторм, однако на его пути не было ни одной волны, и он спокойно достиг места назначения. Путь, по которому он приплыл в стамбульский район Сарайбурну, до сих пор называется путем Худаи, и некоторые старые лодочники используют его во время плохой погоды. Азиз Махмуд Худаи также был известен своими суфийскими поэмами. Он оставил после себя 23 сочинения в стихах и прозе, которые ныне хранятся в библиотеке Ускюдар Хаджи Селим Ага. Его поэтический диван был опубликован. Кем же был Азиз Махмуд Худаи? Он родился в 1541 году в деревне Чорум-Кочкесар и провел свое детство в деревне Севри-Хисар недалеко от Аксарая. Он потомок Джунайда Аль-Багдади, которого считают родоначальником одного из двух основных течений суфизма, рационалистического, именуемого учением о трезвости и полном самоконтроле. Азиз Махмуд Худаи также являлся сеидом, потомком пророка Мухаммада. Он
стал основателем тариката Желвети, духовная практика которого имеет сходство с практикой тариката Халвати, с которым его сближает наличие одних и тех же шейхов-наставников. Азиз Ахмед был духовным учителем султана Ахмеда I и считается духовным покровителем Анатолии. Согласно некоторым сведениям, когда он умер в 1628 году, все население Стамбула вышло на улицы, чтобы проводить в шейха последний путь. Он был известен своими суфийскими стихами и своими речами. До того, как стать суфием, он в течение ряда лет занимал посты кади, шариатского судьи в Эдирне, Бурсе, а также в Сирии и Египте. В этот период его называли Кади Махмуд Эфенди. Затем он стал учеником шейха Мухаммада Уфтаде. К этому его побудило одно из представленных ему судебных дел, которое поставило его в трудное положение, породив сомнения в полноте имеющихся у него знаний. Пав в сомнение, он оставил свою работу кади и начал зарабатывать на жизнь продажей мясных продуктов, которые разносил, надев на палку в своей одежде и чалме судьи. Это делалось с целью подчинить духу свой нафс. После этого его шейх дал ему прозвище Азиз, дорогой, любимый, и Худаи, тот, кто ведет людей по прямому пути. Известный своей мудростью и духовными познаниями, он в течение своей жизни был наставником султанов и простых людей, которые приходили к нему за советами в области религии и мирской жизни. Напоминаем, что фонд Азиза Махмуда Худаи каждый год в Кыргызстане проводит благотворительные акции, приуроченные Курбан-Байрамы. Seferinizden vazgeçmeyin, Nemçelilerin üzerine yürüyün ve o zafer muzafferdir. Мечеть Эйюб, Стамбул. Уникальная мечеть Эйюба Султана расположилась в районе Эйюб, на европейской стороне Стамбула, недалеко от залива Золотой Рог. Это первая мечеть, построенная турками-османами после завоевания Константинополя. Воздвигнута она была по приказу султана Мехмета II в 1459 году. Место для постройки было выбрано не случайно. Здесь, по преданию, был похоронен Абу Эйюб аль-Ансари, знаменосец пророка Мухаммеда, погибший при осаде Константинополя в 674-678 годах. С чего началось строительство мечети Эйюб? Строительство комплекса началось с постройки мавзолея под его могилой. Говорят, что наставник султана Мехмета II однажды увидел место захоронения этого почтенного человека во сне. Впоследствии мавзолей стал частью религиозного комплекса мечети Эйюб Султана. Теперь это самая почитаемая мусульманская святыня в Турции и одна из главных святынь ислама. С начала XVI века установилась традиция, согласно которой именно в мечети Эйюба Султана восходящий на престол падишах торжественно награждался символом династии повелителей мусульман. Архитектура мечети Эйюб. Квадратное здание мечети возведено из белого мрамора и увенчано огромным куполом, вокруг барабана которого разместились еще 8 небольших куполов. Рядом с мечетью стремятся ввысь 2 граненых минарета с конусообразными крышами. Во дворе перед входом в тени гигантских платанов раскинулся фонтан для ритуальных омовений. Именно здесь проходил обряд посвящения владык мусульманского мира. Восхитительное убранство внутри здания поражает своей гармонией. Полы засланы ковром зеленого цвета, а стены украшены великолепными изразцами разных времен, выполненными в лазурно-голубых тонах. Внутри мавзолея хранятся святые мусульманские реликвии, среди которых и отпечаток следа ноги пророка Мухаммеда. Крыша саркофага Абу Эйюба украшена арабской вязью.
Настоящим произведением искусства серебряной решеткой подарком султана Селима III окружен саркофаг. Посещение мечети Эюпа. В дни исламских праздников сотни правоверных мусульман обязательно посещают священное место. Говорят даже, что молитвы, произнесенные здесь, сбываются. Поэтому в праздничные дни в этой мечети особенно многолюдно. Каждую пятницу за 1,5 часа до полуденной молитвы перед мечетью выступает со своей программой любительский оркестр «Мехтер». Музыка, вековые платаны, стаи голубей возле фонтана, паломники, молящиеся возле мечети султана Эюпа, торговцы сувенирами, многочисленные туристы – все это создает мистическую и праздничную атмосферу в этом пропитанном историей месте. Добро пожаловать в Стамбул! Добро пожаловать в мечеть Эюп! Добрый день. Что можете сказать нашим телезрителям о развитии туризма в Азербайджане? Туризм в Азербайджане развивается очень быстрым темпом. Потенциал туризма в Азербайджане очень высок. Я сказал бы, не только в Южном Кавказе, а во всем Кавказе. В Азербайджане строятся новые гостиницы. Все бренды, мировые бренды отелей в Азербайджане есть. Это Fairmont, Marriott, Hilton и другие гостиницы, а также туристические фирмы. Мы работаем не только с Европой и Южной Америкой, а также мы работаем в Юго-Восточной Азии. Туризм в Азербайджане один из отраслей экономики. Очень тесное сотрудничество не только с другими государствами, и в первую очередь с турецкими республиками, туркоязычными странами, такие как Узбекистан, Казахстан, также Киргизия, а также Турция, а также можем развиваться и другими туркоязычными странами и республиками, имея в виду Татарстан и Башкирию. Музафар Малим, вот это не секрет, что сегодня быстрым темпом развиваются отношения между турецкими странами. И тем не менее уже есть предложение объединить туристическую отрасль в наших турецких странах. Об этом что можете сказать? Для этого есть все предпосылки. Я бы сказал, в скором времени мы знаем и надеемся, откроется дорога север-юг, а также запад и восток. В связи с этим также турецкие, туркоязычные страны будут объединяться и выйдут не только через Турцию в Европу и другие страны. Поэтому мы, как ассоциация азербайджанской туристической организации, пожелали бы и также хотели бы создать туркоязычную ассоциацию турецких республик, потому что это объединяет север и юг, а также запад и восток. Азербайджан находится в очень стратегическом районе. Он объединяет как мост между Западом и Востоком. Поэтому эта страна важна не только для Запада, а также для Востока. И мы уверены, Азербайджан объединять будет все туристические страны, которые это желают. И также главный вопрос в том, что развивая туризм, мы развиваем мировые отношения, а также это символ мира, туризм, где как-то такая пословица: если развивается туризм, молчат пушки. Очень верно. Музафар Малим, вначале вы говорили, что вот строятся новые типы гостиниц, современные, пятизвездные. И, кстати, Азербайджан сейчас строит гостиницу в берегу Иссык-Куля. Вы в курсе, да, по-моему? Да, да. Это показывает, что Азербайджан тесно связан с туркоязычными странами. Не только Иссык-Куля,
Азербайджан построил гостиницы есть в самом Турции. Мы развиваем не только гостиничный бизнес, это новые места, рабочие места. И поэтому, как говорится у нас, иншаллах, мы будем развивать туризм и Карабахе, и в Восточном Зангезуре. Эти места, которые освобождены от оккупации, будут новые туристические места, которые привлекать будет со всего мира, и в первую очередь из турецких республик, туркоязычных стран. Музафар Малим, кстати, вы хотели бы пригласить нашим телезрителям, желающим посетить регионы Азербайджана, туристические регионы, тем более сейчас вы сказали освобожденные карабахские земли. Азербайджан имеет очень уникальные климатические условия. 9 климатических условий в Азербайджане. Азербайджан имеет исторические и новые виды туризма. Такие виды туризма, как экологический туризм, гастрономический туризм, а также исторический туризм. Я бы сказал, в Азербайджане все виды туризма есть, кроме также горный туризм, лыжный горный туризм, который открыт. Мы приглашаем всех, которые пожелают Азербайджан посетить, посмотреть, какой красивая страна Азербайджан. В Азербайджане стабильность торжествует. В Азербайджане, я бы сказал, один из уникальных гастрономических видов туризма. Мы приглашаем этих гостей. Сам азербайджанский народ очень гостеприимный народ, очень миролюбивый, толерантный народ. А также в Азербайджане присутствует стабильность. Любой гость может в Азербайджане 24 часа безопасно гулять, посмотреть и наслаждаться всеми этими красотой. Музафар Малим, одну отрасль туризма мы забыли, наверное, или не говорили. Лечебный туризм. В Азербайджане существует несколько видов оздоровительного туризма. Об этом можете, да, коротко сказать? Конечно. Я вам сказал, как работник туризма, специалист по туризму. В мире сейчас лечебный туризм занимает, я бы сказал, 4-е место по своей привлекательности. 1-е место занимает экологический туризм, 2-е место пляжный туризм, 3-е место занимает горно-лыжный туризм, а 4-е место – это лечебный туризм. Один из приоритетных отраслей туризма в Азербайджане, также сказать, Нафталам – это всемирно известная курортная зона. Раньше, если там было несколько гостиниц, сейчас почти что около 20 гостиниц всех брендов там функционируют. А также у нас есть галалты, как в Турскавце, Нафтусе. Они лечебные свойства имеют. У нас есть Нахчеване, сольные такие места, где лечат от болезни астма. Я хочу напоминать, что еще в Советском Союзе только в 2 местах такая лечебно-оздоровительные места были. Это было, значит, Нахчеване и Ужгороде, Западной Украины, где лечили эту болезнь астма. Поэтому Азербайджан с первого дня, с первого разговора говорит, очень уникальная страна. Кто посетит Азербайджан, захочет еще раз возвращаться в эту прекрасный город, в эту прекрасную страну, где живут очень прекрасные люди. Значит, Музафар Малим, если наши руководители стран чаще встречаются, президенты Азербайджана и Кыргызстана, значит, люди тоже могут по линии туризма, туристической поездки или в Кыргызстан, или в Азербайджан, тоже могут развивать двусторонние братские отношения. Конечно, мы очень рады будем. Это как раз забытая историческая дорога. Напомню вам, когда-то эта дорога была шелковый путь, начиная с Китая, кончая в Европе. Поэтому очень было бы уместно это восстановить, эту шелковый путь, также отношения Кыргызстана и Азербайджана. Мы очень хотели бы увидеть кыргызов в наших республике, обычаи их кухни, их культуру. И поэтому всегда надо объединиться в этом отрасли. Надо провести мероприятия, культурные мероприятия, дни кухни Азербайджана и Кыргызстана.
И поэтому надо объединить, и это надо делать чаще. Это значит, все от вас зависят, потому что вы все дороги, все услуги, все компоненты знаете хорошо. Конечно. Мы, значит, как представитель Ассоциации агентства туризма Азербайджана, я хочу сказать, что все наши туристические фирмы активно участвуют. Также создают договора с Кыргызстаном, Казахстаном, Узбекистаном и другими республиками. Именно интенсивно ведется работа по развитию туризма. Потому что туризм привлекает людей, а также сближает людей, а также создает условия, чтобы народы еще чаще встречались и ближе знали друг друга. Этому способствует мир во всем мире. Зафар Малым, большое вам спасибо. Может, кое-что забыли? Нет, я хотел бы только сказать, что как работник туризма очень желаю, чтобы во всем мире развивался туризм. Как я сказал, туризм объединяет мир, создает мир, очень благоприятные условия. Поэтому всем предлагаю, чтобы они начали работать над туризмом, чтобы каждая республика работала и знала свой туристический потенциал и предлагала нашим гостям самые лучшие, чтобы они еще раз возвращались в эту республику.